Здравствуйте, дорогие зрители видеоблога Риатаза. С вами в прямом эфире из виртуальной студии Риатаза Маруф Асланов. Соглашение Сайкс-Пико, затем Северские Лозаннские договора стали олицетворением концепции тайных колониальных разделов, стали символичными для всей эпохи во время и после Первой мировой войны. За последние 1,5 века курды неоднократно пытались добиться независимости. В 1840-е годы курдский эмир из области Бахтан, входила в состав Османской империи, возглавил движение за независимость. В 1842 году он начал чеканить свою монету и перестал признавать власть султана. Через 5 лет Бахтан был занят турецкими войсками, а эмират ликвидирован. В 1854 году, воспользовавшись Крымской войной, племянник мятежного эмира предпринял новую попытку создать независимый Курдистан. Он организовал восстание, которое изначально добилось значительных успехов. Под контроль повстанцев попал крупный город Москву. После этого курды начали готовить наступление на Эрзурум и Ван, на который с севера наступали войска Российской империи. Однако турки подавили восстание. В январе 1918 года президент США Вудро Вильсон выступил с речью перед Конгрессом США. Эта речь вошла в историю под названием «14 пунктов». В ней содержались предложения по упрочнению мира после окончания Первой мировой войны. Де-факто война закончилась только через 10 месяцев. Вильсон декларировал, что народы, входящие в состав Османской империи, подразумевались и курды, должны получить право на самоопределение. Эти тезисы обсуждались на переговорах в Версале, на которых страны-победительницы решали судьбы мира. В результате на политической карте мира появилось множество новых государств. В Северском договоре 1920 года указывалось, что курды имеют право создать свое государство, если пожелают этого. В 1923 году был принят Лозаннский договор. Часть Курдистана до начала Первой мировой войны, входившая в состав Османской империи, была разделена между Турцией и двумя новообразованными государствами – Сирией и Ираком. Северский договор, подписанный османским правительством, предусматривал курдское государство, но он был заменен Лозаннским договором в 1923 году. Все обещания, данные курдам, были аннулированы, и Кемаль Ататюрк отказался предоставить курдам независимость. Отголоски той эпохи мы видим сегодня. Без знания событий того времени невозможно понять сегодняшние мировые процессы, протекающие на Ближнем Востоке. Невозможно понять политику крупных международных акторов и региональных держав, в частности Турции и Ирана. О том, как делили Османскую империю и как события того времени отражаются на сегодняшних сложных процессах в регионе, пойдет речь на нашей очередной онлайн-конференции. Представляю вашему вниманию ее участников. Иванов Станислав Михайлович, кандидат исторических наук, ведущий специалист Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Максимовича Ермакова Российской академии наук, ММО-РАН. Надыр Раевский Виктор Анатольевич, кандидат философских наук, старший научный сотрудник ММО-РАН. И Юрий Набиев Шамилевич, президент Общества солидарности и сотрудничества сельских народов. Виктор Анатольевич, пожалуйста, первое слово вам. Спасибо, дорогие коллеги. Ну, собственно говоря, придется вспомнить о базах, которые проходят сейчас студенты международных отношений в институтах соответствующих и факультетах. Что такое сам этот Северский договор? Подписан был в августе, как раз в этот день, в августе 2020 года, в небольшом городочке Севр под Парижем. Ну, это, в общем-то, история старая. Договор достаточно длинный, порядка 150 статей и несколько разделов. Подразделялся он на разделы. Что вошло туда составной частью? Ну, во-первых, сам договор. Это составная часть, очень важная часть Версальского процесса. Вот это надо иметь в виду прежде всего. Разгром Германии, разгром Османской империи и, соответственно, дележка чужих колоний, во-первых, и чужой территории, во-вторых. Что, собственно говоря, проходило в Европе, ну, не очень больших, но масштабах,
А вот Османская империя – это был достаточно большой и лакомый кусок. Было что делить. Но поскольку османская власть полностью была разгромлена, признала свое поражение, зоны проливов были оккупированы войсками Антанты, Стамбул, столица, под контролем Антанты, портовые города, части и так далее, греческие войска, высадившиеся там же на побережье. В общем-то, вся ситуация была достаточно тяжелой для нарождающейся Турции. Что здесь произошло? Ну, дело в том, что, в общем-то, вся территория должна была быть разделена. Это был факт. Большевики постоянно писали о грабительском характере этого договора и очень приветствовали именно то, что он так и не состоялся. И сделали все для того, чтобы он не состоялся. Каков был интерес большевиков? Выживание, победа революции, но и желательно во всемирном масштабе. И вот это сказалось потом уже, после самого подписания Севрского договора и в тех действиях, которые сделали невозможным его ратификацию и исполнение. Но это, так сказать, вторая ступень. Первая ступень, давайте разберемся, как все, что должно было делиться. Ну, соглашение Сайкс-Пико, 15-й год, когда еще Россия вовсю воевала и была очень мощной частью коалиции антигерманского блока, Антанты, здесь все было достаточно прозрачно. Россия рассчитывала получить, наконец-таки, Босфор, Дарданеллы, Святая София. Это был очень важный момент идейно-политический. Царизм не забывал об этих деталях, которые важны были для, собственно говоря, церковных традиций. Кроме того, соответственно, Россия нуждалась в свободном выходе к морю, а не к тому варианту, когда правительство в Стамбуле может заблокировать этот выход в любое время. Соответственно, поэтому и нужен был контроль над проливами. От этого зависела международная торговля огромной страны. Ну, естественно, грабительский подход, потому что отхватывается же чужая территория, куда же деваться? Османской империи, ну да, векового врага. Мы насчитывали 14 войн, сейчас насчитывают 12 войн между Россией и Турцией. Ну да бог с ним, там, кто как хочет, тот так и считает. Но главное, что самую последнюю войну с Турцией Россия проиграла. Она ее проиграла, именно выйдя из блока Антанты, прекратив войну в одностороннем порядке и тем, что пошла на мир с Германией, односторонний мир, проиграв огромное количество территорий и отказавшись от целого ряда территорий, в том числе и в пользу Османской империи. Речь идет о кавказских территориях, ну, Карс, Ардаган, Эрзрум, Мартвин, вот эти все территории, там русские войска были выведены, да и воевать некому было. Солдаты побросали оружие, ушли с фронта. Это достаточно серьезная была проблема и достаточно серьезное начало для переговоров. Поэтому Россию никоим образом в договоре не учитывали. Участниками договора были, конечно, страны Антанты. Англия, Франция, там же Италия была, Япония, кстати сказать, ну и целый ряд более мелких государств, появившихся уже в результате разгрома германской коалиции. Там, например, даже королевство сербов, хорватов и словенцев было, то, что стало потом Югославией, и еще целый ряд государств, которые тоже были, в общем-то, приняли участие в подписании этого договора. Должны были разделить так. Отходила Франция, Тунис, Алжир. Это, соответственно, Британия получала подмандатные территории и контроль над Египтом. Аннексия Кипра, это становилась британской территорией. Подмандатные территории Палестина, Иордания, Ирак. Франция получала подмандатные территории свои. Это Сирия, нынешняя Сирия. Тогда ни Сирии не было. Ливан, тоже нынешний Ливан. Тогда это все называлось по-другому, и все это было другое. Но, естественно, стоял вопрос и о том,
а что делать с двумя народами, которые выигрывали реально в результате Северского договора. Это армяне. Армении Вудро Вильсон, американский президент, был как раз назначен на то, чтобы дать свое заключение о том, какие территории должны войти в состав этих государств. Ну и, соответственно, его как раз предложения были очень серьезные для армян. Это где-то раз в 10 больше по территории, чем сейчас. Вплоть до выхода в Черное море через специальную железную дорогу в порт Батуми. И, конечно, Ван, безусловно, Вилает Ван, озеро Ван попадало, Карс, конечно, и так далее. То есть достаточно большие территории. Большая территория предполагалась и для курдского государства. Ну, это, конечно, все территории, которые в настоящее время входят в состав Турции, Ирака, Сирии. Достаточно крупные территории. По Ирану там Иран не участвовал, поэтому там что по нему решений никаких, естественно, быть не могло. Ну и, конечно, такой раздел еще предполагал и один еще нюанс. Дело в том, что Армения не получала независимость просто так. Было предложение о передаче мандата на управление этой территорией Соединенным Штатам Америки. И Вудро Вильсон, вынося свой вердикт и свои предложения, предлагаю всем, кто проводил эти переговоры, он как раз из этого и исходил. И позже эти предложения и предложения о принятии мандата на управление Арменией было предложено на рассмотрение Конгресса Соединенных Штатов Америки. Ну, парадокс, но, понимаете, Соединенные Штаты отказались от принятия этого мандата. Ну, понятно, американцы, у них торгашевский нормальный подход. Ну, понятно, французы берут благословенную сирийскую землю, Ливан, выход на море Средиземное, развитая территория, развитое сельское хозяйство, ну, более-менее по тем, конечно, вариантам, торговля международная, все неплохо. Англичане, ну, во-первых, они еще давно обещали реализацию плана создания еврейского государства, и об этом были соответствующие предложения и решения британского правительства. Это было для них основой для получения мандата на Палестину, кстати сказать. Это тоже необходимо помнить. Иордания тоже достаточно благополучное государство. Ирак, там нет. Это прекрасный как раз подарок. То есть что взять. Что французам, что англичанам. Но, ну, Франция, конечно, еще получала, как я уже говорил, Тунис, там, Алжир и так далее, в Африке Северной. Но, а что было с Соединенным Штатом Америки? Они включились в войну тоже ведь в надежде на то, чтобы что-то получить в результате победы. А тут нищая Армения, ограбленная, с уничтоженным населением, вырезанным. И не только армяне, там и греков резали также айсторов, ассирийцев, несколько сот тысяч человек. Ну, тех же езидов то же самое, там где-то несколько сот тысяч. Их тоже никто не считал. Там в основном резали, там считать не до этого было, не считали. Трупы не успевали убирать. Какой там счет, господи. Сохранились телеграммы Талат Паши, министр внутренних дел, где он об этом как раз и пишет. То есть брать эту территорию было невыгодно. Ну и, соответственно, Конгресс из этого исходил. Нормальный империалистический подход, как считали большевики. Что произошло дальше, вы можете себе представить. Не согласилось, даже султанское правительство отказалось подписать, ратифицировать этот договор. Я не говорю о националистах, о силах, которые подчинялись тогда Мустафе Кемалю Паше, будущий Ататюрк, он это имя получил, фамилию эту в 1934 году, отец турок, поэтому тогда это был Мустафа Кемаль Паша. И он сумел собрать конгресс противников любой оккупации, противников Антанты.
Был создан даже общий османский конгресс, 20-й год, опять же, и был принят тоже в июле месяце, кстати сказать, чуть-чуть раньше, так называемый национальный пакт или национальный обет, где османский парламент отказывался от всех этих территорий и говорил, вот наша турецкая, где живут чисто турки, все, мы ни на что не претендуем. Но это было не так просто. Дело в том, что Кипр в национальный обет входил. В понятие в это они входили из северной территории Сирии, кстати, включая Алеппо. Туда же входил Киркук, туда же входил Масул. Ну, недаром соседняя турецкая провинция по сей день, Вилает или Иль, как сейчас называют, тоже называется Масул. То есть уже тогда были заложены достаточно интересные моменты в турецкую внешнюю политику, которую реализует сейчас Эрдоган. Между прочим, это очень серьезное явление на международной арене, но это отдельный разговор, и мы отдельно, видимо, как-нибудь будем на этом останавливаться. И что получалось? Если отказались подчиняться революционеры, подняли восстание при поддержке курдов. Шла война Кемаля Ататюрка с Антантой. Но и не только курдов. В 20-м году он написал письмо Ленину, но оно долго шло, где он предлагал это сотрудничество, где он предлагал вместе бороться против империализма и освободить от империализма угнетенные страны и народы. Как рассматривалась большевиками Турция? Мост, революционный мост на весь Восток, именно через Турцию. Ну, какие могли быть действия большевиков в этом случае? Только один. Поддержка движения кемалистов. Пошли длительные переговоры. Ну, не очень длительные, времени мало было. Сколько нужно оружия? Что им надо предоставить? Что им надо послать? Как помочь деньгами? Ну и советская Россия пообещала десятки тысяч видов стрелкового оружия, несколько сот пушек, да, сотни пулеметов, что тоже немаловажно, и огромное количество прочей амуниции. Снаряды, патроны, одежда, даже продовольствие. Но надо отдать туркам должное, они тоже потом помогали тоже продовольствием. Потому что такое была тогдашняя советская Россия? Разоренная войной страна. Гражданская война еще продолжалась. До того, как этот поход окончился на Тихом океане, еще было ой-ой-ой, по крайней мере, года полтора. Ну так вот, именно эти действия помогли Кемалю встать на ноги. Оружие он получил. И со старых российских складов еще императорская армия. И, кроме того, советская Россия посодействовала в получении этого оружия при захвате кораблей, где его перевозили, конфискованное британцами оружие. Кроме того, пару кораблей выделено было большевиками от нас. Но если уж говорить о территориях, то к тому времени Дашнакская Армения провела уже третью войну за свою двухлетнюю историю и в результате войны потеряла практически большую часть территории Армении, вот если говорить о нынешней Армении, большую часть. И в Александрополе был подписан с ними мирный договор турками, в результате которой и армия там превращалась, армянская, в ничто, и территория отдавала и так далее. Большевики настояли на том, что все-таки территория должна быть расширена. И армяне получили в конечном итоге то, что сейчас имеют. Они бы получили еще меньше, если бы реализован был договор Дашнакской Армении. Это, кстати, тоже надо иметь в виду. Что Россия должна была, советская Россия, послать свои войска против Кемаля и Ататюрка для того, чтобы отстоять армянские земли? Знаете, это очень сомнительная идея. Это был единственный союзник, вообще-то говоря, в борьбе против империализма. И поэтому подобные действия, ну, они как-то были бы фантастическими на фоне того, что тогда в этом мире происходило. Ведь злейшие враги – это Антанта. А Антанта оккупирует Турцию, и Турция дерется против Антанты. Поехали советские военные специалисты, это уже деталь, конечно, мелкая может быть, но на площади Таксим, на памятник Кемалю Ататюрку, вы увидите, по крайней мере, двух из них. Ворошилов там,
опять же, еще там, по-моему, Буденный даже изображен. Фрунзе, вот кто точно изображен. Михаил Васильевич Фрунзе ездил как полномочный представитель советской Украины. Нюанс, но интересный. Дело в том, что готовилось Сокарийское сражение. И по моей информации от моего преподавателя, который долго проработал в Коминтерне, Сокарийское сражение против греков готовилось при помощи советских большевистских специалистов. У них был богатый опыт ведения военных действий. Греки были разгромлены на голову. И, как рассказывал мой преподаватель, они как раз во время приема, когда наши отвлекали облику от личности самого Кемаля, который там был, Кемаль быстро покинул прием и уехал на фронт. И возглавил войска, которые привели к разгрому греков. Конечно, большевикам греки этого простить уже не могли. Сами понимаете, кто ж простит. Но вот было так. Но далее что случилось? Да, кемалисты выбили греков и захватили все эти, установили контроль над всеми теми территориями, которые должны были отойти по Северскому договору и Армении, и под курдское государство. И более того, курдские племена дрались в составе кемалистов. Это факт. И более того, целый ряд племен были крайне верно подданными. Это потом появится отсутствие курдов в стороне. Ну, нет курдов. Есть горные турки, göktürkçe язык, а не курдский. Это, так сказать, горный, небесный, турецкий и прочее. И доказывали и так называемые ученые турецкие, что нет курдского языка. Это турецкий язык, и все. Вот тут такой диалект непонятно какой. Ну, профанация – это вообще для турецкой науки это нормальное явление, поэтому тут удивляться не надо. Итак, когда дело дошло до ратификации договора, ни одно государство этого договора не ратифицировало. А Лозаннский договор, он уже принял факт того, что случилось. И победы Кемалистской революции, фактической победы. Да, и мы, конечно, большевики заставляли кемалистов уйти из каких-то армянских территорий, задерживая поставки оружия, транши денежные. Мне известен, по крайней мере, один такой случай, когда несколько миллионов золотых рублей задержали, пока вы не освободите вот это, вот это, вот это. Ну, это детали, это нюансы, но они важны в плане сегодняшних споров о том, зачем большевики отдали Армению. Не всю. Да и потом, например, должны были отдать они, отдали Арарат. Великий символ армянского народа. Но вопрос так стоял, или Батум, или Арарат. Большевики народ трезвый. Что такое Батум? Важнейший порт. А тут Арарат. Ну да, символ. Что для них значили символы? Это же не революционные символы, а какие-то там божественные. Это уж совсем никакой роли не играло. Вот и результат. Да, большевики победили в этой революции. Да, они предложили какие-то идеи, которые народ принял и дрался за эти идеи. Были разгромлены лучшие белые армии, были изгнаны интервенты со всех точек, куда они высадились. Но ведь это было. И народ, люди, тогдашняя советская Россия, потом Советский Союз, эти люди верили в их идеи. Да, не получилось. Да, многое оказалось просто фантазией. Но далеко не все. И до сих пор, кто начал первое медицинское обслуживание бесплатное? Кто начал первое бесплатное образование, включая высшее? Именно от них все пошло. Кто провел абсолютную ликвидацию безграмотности, которая царила в России и так далее? Опять эти большевики. Кто ликвидировал и огромное количество детей-сирот, их вырастили, воспитали и сделали из них достойных людей. Кстати, тот самый человек, памятник которому в Москве снесли на Лубян. Так что, несмотря на ту кровь, которую этот человек пролил, он сделал и другое.
То есть очень неоднозначно была эта революция. И вычеркивать все целиком и полностью тоже было бы неправильно. Мы пользуемся ее плодами. И медициной бесплатной, и бесплатным образованием, включая высшие дани все. Сейчас уже стали и платить очень многие, но тем не менее еще и квартиры, опять же, жилье, ведь это огромный пакет социальных гарантий. Мы не называем, мы называли свое общество социалистическим. Сейчас называем социальное государство. А это эвфемизм достаточно такой мудрый, чтобы не произносить слово социализм. Но по сути, извините, что я вас перебил, у нас регламент вот, коллеги, это ушло далеко вперед. Я заканчиваю, подчеркивая, что да, вековая мечта армянского народа не сбылась. Вековая мечта курдского народа из-за того, что был похоронен этот Северский договор, тоже не сбылась. Так бы мы имели Курдистан независимый. Но не надо забывать и о том, что было значительное количество предателей среди племенных шейхов, которые, как, насколько мне известно, получили взятки, соответствующие проплату, и выступили против получения независимости тогдашним гипотетическим Курдистаном. И вот мы имеем сейчас то, что имеем. Спасибо. Спасибо, огромное спасибо, Виктор Анатольевич. Станислав Михайлович, Ну, пожалуйста. мне трудно после такого исторического экскурса моего коллеги Виктора Анатольевича, глубоко знающего Турцию, регион, переходить там вот к нашим реалиям. Я бы хотел мостик перекинуть, вот, если позволите. Все-таки есть аналогия, как вот мы уже затронули с Юрием Шамилевичем, между событиями столетней давности и тем, что происходит сейчас и с курдским вопросом, и с этим регионом. Что произошло вот после того, как была уже создана современная Турецкая республика, и после того, как, ну, будем говорить, завершился передел границ Османской империи, ну, это вот ориентировочно к 1926 году. Уже окончательно были реализованы Лозаннские соглашения, и можно считать, что Ирак, Сирия, ну а позже и Ливан, они были созданы как государство именно после 1926 года. А в этот промежуток вот между Севрским договором и Лозаннской конференцией, а потом вот 26 годом, были попытки создания и Курдских эмиратов, Курдских княжеств, вот даже было королевство курдов, если вот мне не изменяет память, в Сулеймании был король, вот, британский мандат, значит, позволял на какое-то время курдам вот попытаться создать государство. Ну, потом история, если взять более современная, и Мехабадская республика 1946 года, и Красный Курдистан 23-29 годов. То есть нельзя сказать, что курды никогда не имели своих вот этнических или национальных автономий или образований. Вот. Попытки предпринимались и предпринимались на протяжении всего периода существования великого курдского народа. А взять период расцвета, вот, допустим, когда Салах-ад-Дин возглавил огромную империю, правил халифом в Каире, потом в Дамаске, возглавил войну мусульман с крестоносцами. То есть история очень богата, тысячелетняя история курдского народа, она не сводится все вот к Северскому договору и позднее Лозаннской конференции. Но я бы хотел сосредоточиться вот на периоде строительства новых государств Сирии, Ливана и Ирака. Вот каково пришлось курдам, ну и в оставшейся Турции. Уже вот с того времени, когда вот искусственное разделение, помимо того, что часть курдов осталась в Персидской
империи, ну, затем в Шахском Иране, оказалось, еще 3 государства новых разделили курдов своими границами. Но наиболее вот сложное положение в начале вот Кемаль Ататюрк, как мой коллега Виктор Анатольевич сказал, заигрывал со своими курдами, использовал их даже в своих интересах в борьбе с греками, даже натравливал на тех же армян. То есть на каком-то этапе и подкупали, и обещали, и так далее. Но все закончилось горными турками, запретом на язык, гонениями, репрессиями, насильственной ассимиляцией, депортациями и так далее. Примерно по этому же пути пошли и подмандатные территории Франции и Великобритании. Но особенностью подмандатных территорий все-таки это не колониальные территории, это близкие. Там были черты колоний, но это были попытки по мандату Лиги наций лепить новые государства. Именно вот по границам, по картам, по искусственно. И на первых этапах этим, будем говорить, странам, которым выдали мандат, конечно, было выгодно сохранить вот ту нарезку или те этнические, конфессиональные группы, которые существовали в период Османской империи. Но в Османской империи было одно как бы положительное качество. Все эти территории, все эти этносы, все конфессии, они подчинялись там Стамбулу и в равной степени там платили налоги, пользовались правами. Вот какого-то такого национального угнетения в тот период не было. А вот когда началась реализация этих мандатов, и когда эти подмандатные власти или колониальные власти, назовем их так, пытались править на этих территориях, они, естественно, опирались на одну из групп населения. Но вот в Сирии они опирались вначале на арабов, хотя тоже было 6 государств. Но курдского государства не было. Было государство алавитов, было государство друзов, было государство Сирия, было государство Алеппо, государство Ливан, даже вот Александрийский Сиджак. А французы не, как говорится, не додумались создать государство курдов. Уже тогда пренебрегли их интересами. Вот. Ну, примерно так же в Ираке англичане. Если на первом этапе заигрывали и даже вот королевство создавали, то после того, как была обнаружена нефть в Мосуле, Киркуке, то они стали ставить на арабов, на Багдад, а курды оказались в угнетенном положении. То есть вот этот принцип «разделяй и властвуй», он после Лозаннской конференции, после вот получения мандата, был успешно использован, взяты отдельные черты Османской империи, колониальных порядков в Индии, там, в Африке, и применен в Сирии и в Ираке. Ну, позднее, вот, по-моему, в 26-м году был создан Ливан. Но в Ливане курдов не оказалось в таком количестве, там отдельная, может, община. Поэтому мы вот поговорим о Сирии и Ираке. Где-то до пребывания вот в Сирии французских войск и период войны, Второй мировой войны, ну, курды находились вот в таком положении, заброшенном, мало развивалась территория в социально-экономическом плане, но такого активного, что ли, их угнетения или насильственной ассимиляции не было. Ситуация изменилась после того, как в худшую сторону. После того, как ушли французские войска, это примерно в 1946 году окончательно они ушли, хотя независимость уже была предоставлена в 1945. Ну и где-то вот в эти же годы англичане вынуждены были передать власть сначала королю в Ираке, ну а затем после серии военных переворотов пришли к власти и в Сирии, и в Ираке так называемые баасисты. Это арабские националисты. Это вот наиболее такая мрачная история
в современной жизни курдского населения этих стран, когда арабский национализм был возведен в ранг государственной политики, и были массовые депортации. Курдов выселяли из приграничных районов с Турцией. То есть, если какой-то период там границы были прозрачны, и курды могли общаться, там, турецкие, сирийские, там, иракские, турецкие и так далее, то уже с приходом к власти баасистов начали создаваться так называемые зеленые пояса, выселяли из хороших благодатных районов, где было развито сельское хозяйство, курдов на малопригодные земли, в пустынные земли, а туда заселяли арабские семьи. Вот. Естественно, курды не могли поступать в высшие учебные заведения, в силовые структуры, в армию. То есть дискриминация шла, вот если взять Сирию, по многим направлениям. Курдские партии, общественные организации запрещались, курдский язык, национальная одежда. В конечном итоге провели такую перепись еще при отце Башар Асада, Хафиза Асада, что несколько десятков тысяч, ну до сотни тысяч курдов оказались не граждане. А мы знаем по странам Прибалтики, что значит быть не гражданином. Значит, нет права ни на собственность, ни на землю, там, никаких прав. Вот сейчас их вот к моменту начала арабской весны уже было до 300 тысяч сирийских курдов, которые не имели гражданства. Ну, примерно такая же история была в Ираке, только там уже доходило дело до абсурда, до жестоких вот расправ, до применения химического оружия, там, танков, артиллерии, авиации и так далее. Вот мы все прекрасно помним, это еще, кажется, новая, новейшая история, как Саддам Хусейн расправлялся и с шиитскими восстаниями, и с курдскими восстаниями. Но курдский народ и в Сирии, и в Ираке продолжал бороться за свои права, свободы, независимость. И я не скажу, что он был сломлен. Наоборот, за эти годы он получил большой опыт. И к началу арабской весны и в Сирии, а в Ираке еще раньше, после свержения Саддама Хусейна, в 2003 году, кстати, курды приняли самое активное участие и оказали содействие американским властям, и самостоятельно изгнали остатки баасистских войск со своей территории. Вот. В Ираке они уже с 2003 года начали строить вот свою новую автономию, потому что до этого была урезанная автономия. Саддам Хусейн в 70-м году там формально дал, в 74-м забрал, потом развязал несколько карательных операций. Вот. И только в 2003 году иракские курды получили возможность уже в новом как бы, демократическом Ираке создавать расширенную автономию, которую удалось закрепить в Конституции Ирака и провозгласить или как создать субъект федерации. Пока другие вилаяты, другие области Ирака не воспользуются этим правом, но по Конституции Ирак – федеративное государство. И вот на базе 3 провинций – Сулеймания, Эрбиль и Дахук, ну а позднее была создана еще Халабджа, иракский Курдистан стал, по сути дела, государством в государстве. И курдский язык получил право на существование не только у себя в регионе, но и в Багдаде. И президентом Ирака вот по распределению уже много лет является курд. И законы местные работают прекрасно. Ну, есть там, конечно, нерешенные вопросы. Это вот и спорные территории, которые достались в наследство со времен Саддама Хусейна, и распределение доходов от газа и нефти, и содержание тех же бригад, и статус пешмерга. Вот. Тут еще наложила свой отпечаток вот борьба с этим исламским государством, которое обрушилось именно на курдов, и в первую очередь на езидов. Вот. Центральное правительство оказалось слабым, не оказало помощь надлежащую населению Шангала. Мы знаем, сколько погибло тысяч курдов, сколько было угнано в рабство. Пострадал вот наиболее вот курдский народ и езиды. Вот. Но сейчас неплохие там, опять же, вот
отношения между Эрбилем и Багдадом, все-таки они стараются решать все спорные вопросы за столом переговоров, какой-то военной конфронтации нет. Вот. И референдум, который прошел несколько лет тому назад, он показал, что предложение Масуда Барзани, как лидера иракских курдов, было поддержано подавляющим большинством иракских курдов. И, в принципе, при благоприятных условиях иракские курды могут создать свое государство. Но пока они еще пытаются взаимодействовать с федеральным центром, наладить. Больше того, они выступают посредниками между арабами-суннитами и шиитами в их такой острой борьбе, которую поджигает с одной стороны Иран, а с другой стороны там Турция. И курды, по сути дела, стали таким связующим звеном в Ираке, благодаря которому это государство еще существует. В Сирии немножко сложнее. Все мы были свидетелями, что после арабской весны эта гражданская война достигла таких масштабов, таких пределов. Сравнивают специалисты с потерями времен Второй мировой войны. Ни одно государство пропорционально во время Второй мировой войны не понесло такие потери. Когда из 22 миллионов населения, довоенного, сейчас непосредственно под контролем Башар Асад осталось 6-7 миллионов. 7-8 миллионов беженцев проживает в палаточных лагерях. Там уже целое поколение выросло. Около 800 тысяч в Европе. Легальные, нелегальные беженцы, мигранты. Среди них очень много курдов. Часть курдов вынуждены были бежать в иракский Курдистан. Тоже живут в палаточных лагерях. На неподконтрольных территориях Асаду, это протурецкие анклавы, Идлиб, часть Алеппо, часть территории, которая оккупировала Турция уже в последние годы. Там то же самое, этнические чистки, выселяют курдские семьи, репрессии по отношению к курдским ополченцам, заселяют насильственно, опять же, арабов, исламистов и так далее. То есть история повторяется дважды. То, что происходило раньше, во время кемалистской Турции, в Турции, и то, что было при баасистах в Сирии и в Ираке, сейчас это имеет место быть и в Сирии, и в Ираке. Но в Ираке, я говорю, в меньшей степени, поскольку курды все-таки, эта часть иракского общества, она добилась того, что с ними в Ираке считаются. А в Сирии курды очень надеялись, когда они сыграли решающую роль в разгроме ИГИЛ, бандформировании, оказавшись, по сути дела, один на один с оружием еще времен Первой мировой войны. Ведь Башар Асад вынужден был вывести в 2012 году свои войска, свою администрацию, и они остались один на один, брошенные. У них не было ни танков, ни самолетов, ни артиллерии. А ИГИЛ захватил современное вооружение, тяжелое вооружение и в сирийской армии, и в иракской особенно. Естественно, все это обрушилось. Мы все помним героическую оборону Кобани. Мы все помним, как истекали кровью эти курдские ополченцы, как им на помощь пришли их собратья из Турции, из Ирака, поддержали ВВС США с воздуха. И ценой больших жертв, как и иракские курды, так и сирийские, они сумели не только остановить эти банды, показали всему миру, кто настоящий борец с этим злом 21 века. Ни Багдад, ни Дамаск, правители которых скрывались в подвалах президентских дворцов, а именно курды с этими винтовками периода Первой мировой войны. Они нанесли решающее поражение. А потом с помощью международной коалиции, с воздуха в основном поддержки, на земле так курды воевали самостоятельно. Они освободили весь восточный берег реки Ефрат, столицу исламского халифата Раку. И сейчас, я считаю, по праву пользуются теми углеводородами, газ, нефть, которые на этой территории. Я считаю, что некоторые призывают их: передайте Дамаску, Башару Асаду эти месторождения. В том числе и наш МИД подключился. Я считаю, эти требования безосновательны, поскольку курды, такие же граждане Сирии, имеют равное право на использование своих природных ресурсов.
И поскольку страна продолжает оставаться на положении гражданской войны, ну, вот вспомним, как в России было. И Колчак был, и Деникин, и Врангель, и Юденич, и вы помните тот период, да? Вот. Я считаю, что любая из сторон гражданской войны имеет право, а курды тем более защищаться, создавать вот автономию, как они создали, Рожава. Вот. Это еще, конечно, далеко до статуса субъекта федерации в иракском Курдистане, но зачаток такой вот культурной автономии, территориальной, причем в этой автономии есть и ассирийцы, и армяне, и арабы. То есть курды как бы не выделяют себя, а стараются организовать взаимодействие со всеми, с теми же арабскими племенами за Ефратия. Вот. И сейчас они пытаются вступить в диалог с центральной властью. Но мы видим, что на протяжении вот уже нескольких лет, несмотря на усилия России, российский МИД уже, вы знаете, играл посредническую роль. Несколько курдских делегаций посетило Москву, с ними провели переговоры, пытались внушить Башару Асаду, что курды являются неотъемлемой частью мирного переговорного процесса. Им место и в Астане, и в Женеве. И без курдов решить вопрос о будущей Сирии не представляется возможным. Но, к сожалению, пока вот голосу России не прислушивается. Здесь, конечно, и влияние Ирана сказывается, которое оказывает большое влияние на Башара Асада. То есть продолжает центральное правительство в Дамаске игнорировать курдов как сторону, которая могла быть участником переговоров. Все мы знаем, что есть несколько курдов, включено в состав делегации так называемой стамбульской группы оппозиции, которые участвуют в переговорах, но не как курды, а как вот те, будем говорить, сформированные под эгидой Анкары, Эрдогана, оппозиционеры, вот, перспективы прихода к власти которых, во-первых, не ясны, а во-вторых, не ясно, как они себя поведут. Я не исключаю, что если это вооруженная оппозиция, да еще исламисты, типа братьев-мусульман, придут на смену режиму Башара Асада, то курдам лучше от этого не будет. Вряд ли курды смогут в условиях исламистов, и вот это уже проходили, арабский национализм, как курдам дался, да, тяжело, также и вот эти исламисты арабские. Вряд ли они позволят курдам развивать свою автономию или быть равноправными в будущем вот таком исламистском государстве. Ну вот пример Турции. Хотя мы видим, что там формально существует в парламенте небольшая фракция. Курды добились путем вот демократическим, набрали там 10% выше голосов, и прокурдская партия защищает их права в Меджлисе. Но время от времени даже вот эти ростки, как говорится, курдской демократии, их депутатов лишают мандатов депутатских, арестовывают, бросают в тюрьму и так далее. Поэтому вряд ли вот эта арабская исламистская оппозиция даст курдам больше прав, чем вот они сейчас добились. Добились статуса автономии благодаря вот своим, так сказать, собственным силам. Очевидно, опора на силы, на собственные силы, она будет присуща еще некоторое время. Ведь у курдов есть прекрасный лозунг. Нам, кажется, у нас нет союзника, кроме гор. То есть только горы являются их союзником. Правильно? Вот. Взять вот на политику США. Ведь они как бы заигрывают с курдами. Они одно время, вот взять иракские курды, оказывали помощь. Вот в свое время было спровоцировано восстание. Потом они прекратили помощь, дали возможность Саддаму Хусейну с курдами расправиться. Примерно так же здесь. Вот оказали помощь курдам, а когда Эрдоган вторгся в там ряд районов, они оттуда отошли и дали возможность. Но здесь, к сожалению, и политика России, вот тоже, она иногда, вот то, что говорил Виктор Анатольевич, созвучно вот той политике
когда большевистская Россия пыталась ставить на Ататюрка и использовать его против там, империализма США, Великобритании, Франции. Также и сейчас. Вот идет какое-то заигрывание с Эрдоганом, и при этом не учитываются интересы тех же сирийских курдов. Вот. Я не говорю о турецких, это внутреннее дело Турции, правильно? А вот сирийским курдам, конечно, им бы помощь великих держав, США, России, Китая, даже вот с позиции Совета Безопасности ООН могла бы помочь, чтобы они действительно защитили себя вот в этих условиях, когда они стоят на грани гуманитарной катастрофы. Поэтому вот, заканчивая свое выступление, я хотел сказать, что много, как говорится, лет прошло, вот мы отмечаем 100 лет со времени Севрского договора, но, к сожалению, курдская проблема своего справедливого решения пока не нашла, и процесс очень тяжелый, трудный, с большими потерями для курдского народа продолжается. Вот. Но есть надежда, что сами курды и с помощью мирового сообщества все-таки добьются того, что этот великий народ с тысячелетней историей, свыше 40 миллионов, ну, по оценкам, никто перепись не проводил, займет свое достойное место в современной цивилизации. Ну и в силу своей вот такой толерантности, в силу своих качеств будет играть важную роль вот, и в регионе, на Ближнем Востоке, вот, и в целом в мировых процессах. Спасибо за внимание. Благодарим Станислава Михайловича за подробное описание событий и процессов на Ближнем Востоке после заключения договора, особенно в Курдистане. Юрий Шамилевич, а вы как оцениваете события давно прошедших дней? Ну что, я хочу поприветствовать наших участников нашей онлайн-конференции, коллег Виктора Анатольевича и Станислава Михайловича. Спасибо за интересные значит, выступления, касающиеся как вот подробностей Севского договора и ситуации, которая сегодня, вот, в частности, в курдском вопросе на Ближнем Востоке осветил Станислав Михайлович. Я хочу вернуться к Севскому договору, вот к прошлому, к периоду Первой мировой войны. Вы, как вы знаете, во время Первой мировой войны, значит, царская Россия, она играла очень активную роль в войне. Там два блока, там одно Германия, там Турция, центральноевропейские страны некоторые, и с другой стороны Англия, Франция и Россия активную роль играла. И значит, вот мы в нашем анонсе говорили о целом ряде договоров. Да? Один из них – это предшественник, так сказать, Севского договора, это так называемый договор Сайкс-Пико. Но раньше он назывался договор Сайкс-Пико-Сазонова, потому что и Россия играла тоже активную роль в разработке вот в этом тайном договоре. И почему? Потому что Османская империя, она как бы дышала на ладан, и вот эти страны Антанты, они уже тогда готовились к после, так сказать, военному распределению, так сказать, Османской империи. И, значит, вот в подтверждение своих слов я могу сказать, что Россия, царская Россия, она готовила целый ряд даже военных акций для того, чтобы захватить проливы Дарданеллу и Константинополь. Кстати, после Сайкс-Пико, значит, и Сайкс и Пико, они приезжали в Санкт-Петербург, и там вот окончательно, значит, вот этот договор был у них определен. И согласно этим договорам Россия должна была получить Босфор и Дарданеллу, Константинополь, территории, оккупированные русской армией в ходе войны. Это Трабзон, Эрзрум, Ван, Битлис, Муш и часть Северного Курдистана вот в районе Хакери. Но в тот период как раз вот
в феврале 17 года, как мы знаем, грянула февральская революция, потом Октябрьская революция. И вот это подробно Виктор Анатольевич объяснил ту ситуацию, которая на фронтах была, значит, создана. Та ситуация, когда к власти пришли большевики, и вот их идейные и ну, такая политика внешняя была направлена. Они вышли из Антанты, вышли из войны, потеряли территорию. Вот Виктор Анатольевич хорошо все это осветил. И вот, коротко говоря, я могу сказать, что именно при помощи Советской России туркам удалось не только отстоять свою независимость, но и вернуть значительную часть территории, которые предполагались к отторжению по Севскому мирному договору. И, как вы знаете, после Севера, значит, и после тех всех событий, которые, опять-таки, сошлюсь на Виктора Анатольевича, он рассказал, вот Лозаннский договор, он установил новые границы Турции, юридически оформив распад Османской империи и закрепив территорию Турции в ее современных границах. Но тут я хочу один момент отметить, который касается непосредственно курдов. Там возник, вот после всех вот этих договоров, возник вопрос о принадлежности Мосульского вилаята. И он очень долго, он был как бы выведен за скобки Лозаннского договора, и должны были решать, значит, вот небезызвестный президент США Вудро Вильсон и, значит, Лига наций. Был вот этот вопрос передан. И после долгих перипетий, тем не менее, вот, в конце концов, Турция, ну, ей посулили там в течение 20 лет доходы от нефти, вот, которые были в Киркуке, вот в этом вилаяте. Значит, в течение 20 лет 10% от доходов должно, значит, передаваться Турции. И на основе этого они согласились на так называемую границу по Брюссельской линии. Вот современная граница между Ираком и Турцией, вот она так образовалась. Я это говорю вот, впоследствии в своем выступлении я напомню, вот почему я вот этот вопрос особенно отметил. Значит, можно сказать, что вот современные границы на Ближнем Востоке появились после долгих сложных переговоров, конференций, сделок и конфликтов, последовавших после распада Османской империи в конце Первой мировой войны. И, к сожалению, вот эти границы, они были, значит, так прочерчены, которые, ну, выгодно было вот колониальным державам. Они абсолютно не учитывали вот исторически сложившиеся там группы, народы, которые в этом регионе жили. И это касается не только курдов, вот, которых мы, естественно, они у нас в центре внимания нашего сегодняшнего онлайн-конференции. Это касается и многих других народов. Вот, в частности, для примера приведу, это арабы-сунниты. Они тоже поделены границами государств между, допустим, Ираком, Сирией, Иорданией, хотя это один и тот же народ, одни и те же арабские племена. И вот эта, значит, ситуация, значит, они очень хорошо сказал, значит, советник Вудро Вильсона Эдвард Хаус в то время уже. Все это плохо. И я сказал об этом Бальфуру. Бальфур – это, ну, известный министр иностранных дел Соединенного Королевства. Они создают гнездо, откуда видит будущая война. То есть как в воду глядел. И сегодня мы видим, что вот на Ближнем Востоке действительно из-за того, одна из причин, значит, вот той ситуации, которая сегодня сложилась, на мой взгляд, она как раз заключается вот в тех столетних событиях, которые прошли. Вот одна из причин заключается в том, что вот тогда поделили как бы не так вот это все. Ну, теперь, если вот переходить к современным реалиям, то я хочу сослаться на известного курдского лидера Масуда Барзани,
который несколько лет назад при подготовке референдума о независимости давал интервью BBC. И вот он что, значит, говорил в этом своем интервью, я просто процитирую. Соглашение Сайкса-Пико больше не действует. Это в прошлом. И не я один так думаю. Региону нужна новая формула. И я оптимистично настроен на то, чтобы внутри этой новой формулы курды получат свое историческое право на независимость. Мы прошли через горький опыт после образования Ирака по окончании Первой мировой войны. Мы старались сохранить единство Ирака, и мы не несем ответственности за распад страны. Другие разграбили ее. Мы не хотим быть частью хаоса и проблем, которые окружают Ирак со всех сторон. Но вот это было сказано во время при подготовке значит, референдума. А такую же мысль высказал и известный друзский лидер Валид Джумблат. Соглашение Сайкса-Пико приказало долго жить, все сейчас висит в воздухе, и потребуется много времени, чтобы понять, какой будет результат. То есть вот многие лидеры, и как вот региональные, так и международные, я так думаю, они понимают, что та система, которая была выстроена после Первой мировой войны, благодаря вот этим соглашениям, там вот тайным Сайкс-Пико, Севским, Лозаннским, она уже не работает. И регион нуждается в новых подходах, как говорится. И тут я вот вспомню опять-таки вот нынешнюю ситуацию, и в частности сошлюсь на президента Турции Реджепа Эрдогана. Вот он что говорит, недавно он высказал, и Виктор Анатольевич там коротко обрисовал, что вот сегодня значит, власти Турции по главе с президентом Эрдоганом, они ведут такую неосманскую значит, политику внешнюю. И вот в подтверждение вот этих слов вот проведу выступление Эрдогана. В 1920 году они нам показали Севр, Севрский договор. В 1923 году вынудили к Лозанне, Лозаннский договор. Кое-кто пытается ввести нас в заблуждение, представляя Лозанну в качестве победы. По Лозаннскому договору Греции были отданы острова в Эгейском море. Разве это победа? Эти острова были нашими. Там наши мечети. А мы все еще обсуждаем будущее континентального шельфа в Эгейском море. Границы морского и воздушного пространства, до сих пор боремся за это. То есть фактически, я так понимаю, Лозанна и вот та система, которая выстроена была примерно 100 лет назад, она не устраивает не только вот курдов, да, и другие народы региона, но, как видим, и Эрдогана. Но его устраивает не устраивает это по другим причинам. И мы видим, что в последнее время отношения Турции вот, внешняя политика Турции, она, исходя вот из того, что он высказал, получается вот это понимание, да, его вмешательство, допустим, в Ливии, в Сирии. Сейчас вот конфликт назревает с Египтом, там, с Израилем, с Грецией, там понятно, да, там у них давние исторические такие проблемы. И все это направлено на вот восстановление, что ли, мощи Османской империи. Это как бы наглядно видно. И тут же я хочу привести вот такой довод, который вот в Турции он как бы обсуждается. Это 1923 год. То есть год столетия Лозанны. Как мы видим, отношение к Лозанне у Эрдогана, вот я процитировал. И тут вот многие в Турции уверены, что после 23 года можно не соблюдать обязанности, взятые на себя в договоре вот в Лозанне. А что это значит? Это значит не соблюдать вот этот свободный проход через проливы,
суверенитет некоторых островов в Греции, вот в Эгейском море. Это все по Лозанне было. И то, что вот курдам интересно, это принадлежность города, ну, Мосула, Ираку. Они, турки, это с самого начала оспаривали, потом, как я сказал, по брюссельскому, ну, приняли границу по брюссельской линии, но, как мы видим, вот поведение Турции, да, в том числе и вот операции на севере от Ирака, то есть в иракском Курдистане, попытки там, конфликт с Грецией. Недавно конфликт был с Францией, да, вот морской конфликт. Значит, вмешательство в дела Ливии, в Сирии и так далее. То есть это говорит о том, что правящая партия во главе с Эрдоганом, они готовятся к 23 году, и это уже как бы невооруженным глазом даже видно. Вот это то, что я вот в первом, так сказать, своем выступлении хотел отметить. То, что касается нынешних реалий, вот в частности, что вот сегодня происходит на Ближнем Востоке, я думаю, что тут идет такая негласная борьба в области того, как будет дальше сосуществовать различные этнические группы на Ближнем Востоке в пределах старых границ, созданных историей от 20 века, или понадобятся новые границы, чтобы удовлетворить желания разных групп. Мне кажется, что тут как раз есть задуматься и международному сообществу, особенно вот великим, ну, большим державам, таким как США, Россия, Китай. Там. Мы видим, что вот в этом регионе столкнулись интересы Турции, Ирана, Саудовской Аравии, вообще арабских стран, Израиля, там, Китая, там, европейских стран. И пока какого-то общего вектора ни у кого нет. Но мне кажется, что тут я всегда вот в своих выступлениях подчеркиваю, что для курдов очень важно вот в этой ситуации, учитывая вот уроки прошлого, уроки Севера, Лозанны там, и так далее, учитывая все это, выстроить свою политику, чтобы стать вот тоже актором в этой, не быть как бы ну, инструментом, что ли, для того, чтобы там, допустим, американцы использовали там для чего-то, или там даже Россия для чего-то, или чтобы они стали бы самостоятельной силой, это много от них, от курдов самих зависит. И, естественно, сделать так, чтобы их интересы, вот, национальные интересы курдов, они совпали с интересами хотя бы части, значит, и региональных и международных сил. Вот, в частности, если ну, сумеют выстроить свою политику так, чтобы значит, и США, и Россия поддержали бы, да, вот, курдский проект, а это вполне возможно, потому что мы знаем, что ну, у США и у России очень много проблем, там, мы знаем, там, это отдельная тема, но то, что касается отношения к курдам, и у одной страны, и у другой, ну, такого отторжения нету, и интересы во многом совпадают. Главное вот это ну, сформулировать и на практике вот это применить. И более того, я скажу, что интересы многих арабских стран, особенно стран Персидского залива, они тоже, в принципе, ну, они так яро не против, значит, курдских интересов. Ну, процесс идет так, что рано или поздно вот этот регион, и как вот Масуд Барзани подчеркнул, необходима новая формула. И вот в этой новой формуле курды свое место должны занять. Ну, я тоже как-то оптимистично, как и Масуд Барзани, на это дело смотрю. Надеюсь, что вот, справедливые чаяния этого народа. И, кстати, знаете, вот решение курдской проблемы, да, оно не только в интересах курдов, оно стабилизирует этот регион, оно, ну, курды смогут, я уверен, они смогут выстроить отношения добрососедские, они это
доказывают вот в Южном Курдистане, да, и внутренние межконфессиональные, межнациональные отношения, они, ну, по сравнению с окружающими странами, это как небо и земля. И курды сумеют выстроить отношения и с соседями, и с международным сообществом, причем выстроить так, что их интересы, то есть интересы всех будут там учитываться. Ну, будем на это надеяться и, в общем, продолжим. Если есть у нас вопросы, Маруф, да, там, к нашим участникам, то... Да, спасибо. Большое спасибо, Юрий Шамильевич. С вашего разрешения перейдем к вопросам. А вопрос у нас следующий. Ближний Восток сейчас переживает ситуацию. Это, в принципе, Юрий Шамильевич, продолжение ваших слов, вы к этому подвели. Так вот, Ближний Восток сейчас переживает ситуацию, которая в некотором роде похожа на распад после Первой мировой войны. Как вы думаете, нынешняя ситуация требует нового соглашения, аналогично соглашению Сайкс-Пико, Северских и Лозаннских договоров? Станислав Михайлович. И вот краха Версальской системы, он говорит о том, что не надо никаких вот таких глобальных переделов территорий, границ и так далее. Очевидно, сейчас надо реанимировать то, что у нас есть, но, к сожалению, последние годы не так эффективно работает. Вот на базе Лиги наций была создана Организация Объединенных Наций. Там есть Совет Безопасности. Есть опыт, большой опыт проведения миротворческих операций, гуманитарных операций, защиты прав человека и так далее. В этих операциях участвовали и Россия весьма активно, и США, и страны Европы, и Бангладеш, и Индия, и Ливан. Вот если посмотреть на вот список миротворцев, это действительно представители всего мирового сообщества. Поэтому, мне кажется, не надо изобретать велосипед и искусственно опять там перекраивать границы, там чертить там и так далее. А вот под эгидой Совета Безопасности ООН обсудить состояние, перспективы, решить конкретные вопросы. Как Сирия? Неужели вот в современных условиях можно взирать равнодушно вот на гибель целого народа? Дальше, на ситуацию в Ливии. И там уже не только чем характерны события вот, в Сирии, в Ливии, в Йемене, тем, что внешнее вмешательство весьма велико. Ну вот взять, допустим, Сирию. Региональные державы, даже Турция, Иран, они рвут на куски. Каждый из них не преследует цели там, защитить сирийский народ, а поставить в Дамаске марионеточное правительство, посадить своих людей. Турки там братьев-мусульман, а Тегеран хочет там шиитскую или алавитскую ветвь. То есть они меньше всего думают о интересах, в том числе и курдского народа. Вот. А если это будет заниматься Совет Безопасности ООН, уже проверенный, пускай она сейчас не так эффективно этот орган работает, но другой площадки нет, другого международного такого форума нет. Поэтому я за то, чтобы не создавать какую-то, вот, допустим, астанинская группа. Она, может быть, вначале какую-то роль сыграла, но сейчас мы видим, пробуксовывает. Астанинский формат не дает своего эффекта, не приносит мир в Сирию по той причине, что у двух членов этой организации, астанинского формата, противоположные цели. Правильно? Вот. Также вот по Ливии. Ведь там вмешались и Турция, и Египет, и Объединенные Арабские Эмираты, и Франция. То есть там то же самое, как бы рвут эту Ливию на куски. А если еще добавить к этому, что появились вот последние десятилетия негосударственные акторы в лице этих международных террористических группировок, в лице радикальных исламистских группировок, которые тоже играют большую роль вот в разжигании этих конфликтов, то я, например, другого инструмента, кроме как вот Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности, я не вижу.
Поэтому я считаю, что надо потушить вот эти вот очаги конфликтов. Кстати, они у нас на постсоветском пространстве. Вот Юрий Шамилевич очень хорошо рассказал про вот такую экспансионистскую политику Эрдогана. Но он не упомянул о том, что и на карабахском направлении Турция играет роль провокатора. Ведь они подталкивают Ильхама Алиева к решению карабахских проблем силовым путем. И со стороны Нахичевани. И проводят там учения, и подпитывают оружием, развивают военно-техническое сотрудничество, всячески подталкивают Азербайджан к решению карабахской проблемы военным путем. Вот надо под эгидой ООН найти, как говорится, такие консенсус, точки соприкосновения России, США, Китаю, странам ЕС, Великобритании, Франции. И вместе потушить эти очаги, которые на Ближнем Востоке, к сожалению, уже не тлеют, а полыхают. И сегодня они дестабилизируют. Вот смотрите, произошли печальные события в Ливане. И сразу люди вышли на улицу, и возникла революционная ситуация. Достаточно было вот такого, ну будем говорить, стихийного бедствия, или как, техногенной катастрофы, чтобы привести в движение вот это сложное общество в Ливане, где, опять же, арабы-сунниты, арабы-шииты, христиане, друзы и так далее. Очень сложная такая конструкция, но многие годы ее удавалось удерживать после вот той гражданской войны. А сейчас смотрите, и Ливан зашатался. В Ираке еще мы видим и взрывы там в правительственных кварталах, и теракты. То есть от того, как мир вот сейчас сможет погасить вот ливийский и сирийский конфликт, ну, йеменский, будет зависеть ситуация в других странах региона. И арабская весна, может быть, на этом перейдет в нормальные мирные там реформы и не будет развиваться так, как она вот стихийно развивалась первые свои там несколько лет, когда вот в том же Египте дважды сменился режим, когда в Тунисе там сменился, там, в Йемене дважды. То есть арабская весна, она имеет начало, но она, как говорят, у революции нет конца. И кто воспользовался этими событиями трагическими? Радикальные исламисты. Пришел ислам такой в грубой форме 7 века, и он не только как бы стал привлекательным для местных там отчаявшихся людей, ну там безработица, там большая разница между бедными, но и многие европейцы поддались этому учению и приехали туда, та же Варя Караулова. То есть вот если сейчас мир, может быть даже в условиях пандемии коронавируса, финансового экономического кризиса, не повернется лицом вот к этим вооруженным конфликтам и не попробует их решить в рамках вот справедливости. И одна из проблем, ну я беру после палестинской, это курдская проблема, которая касается вот уже 4 государств региона. Так? И, по сути дела, правильно Юрий Шамиль сказал, от справедливого решения курдской проблемы зависит несколько государств, прилегающих, стабильность в них и безопасность. И, если позволите, я сразу отвечу на вопрос, который мне прислали персонально, вот господин Азой Ибрагимов. Почему курды не имели своих представителей в Севре и Лозанне? Мы уже обсудили эту тему, что часть курдов были приглашены, но не как участники переговоров, а как вот декоративная делегация, которая присутствовала и своим присутствием, ну, в какой-то мере оправдывала те решения, которые выносились в Лозанне, вот по сути дела, решению возможности создания курдского государства. То есть политика новых турецких властей была, опять же, постколониальная. Они заигрывали с курдами, используя своих интересов, осуществили подкуп и так далее. Отдельных там князьков, там, эмиров и так далее. Поэтому нельзя сказать, что полностью их не было. Они формально на каком-то этапе присутствовали. Но они не играли никакой решающей роли, и с курдами никто всерьез не считался. Ни Франция, ни Великобритания, как страны, получившие мандат
ни власти новой Турецкой Республики, которые, закусив у дела, взяли на вооружение турецкие националисты. Спасибо. Большое спасибо, Станислав Михайлович. Юрий Шамильевич, вот Станислав Михайлович указал, что велосипед новый придумывать не надо. А вот вы как думаете, возможно ли восстановление исторической справедливости без изменения и определения новых границ? Ну, такая точка зрения сегодня она более распространена, что все в один голос, как мантру, всегда повторяют, что о нерушимости границ говорят. Но тут я вот возразить, чем можно? Тем, что за последние несколько десятилетий в мире границы сплошь и рядом нарушаются, а создаются новые государства. Только на территории бывшего Союза 15 государств, Чехословакия распалась, Германия объединилась, там, Югославия и так далее. Можно перечислить, несколько десятков новых государств образовалось, признанных, непризнанных. То есть вот ссылка на нерушимость границ, она... И потом, знаете, многие государства, они в одном случае признают территориальную целостность, в другом случае те самые государства не признают, и тут тоже примеров много можно привести. Мне кажется, что тут надо воспользоваться другим принципом международного права, это право нации на самоопределение. И тут, в том числе на Ближнем Востоке, всем народам надо дать такое право. И курды в сентябре 2017 года, они воспользовались этим правом. Они провели референдум, исторический референдум о независимости. И тут я хочу подчеркнуть, что этот референдум, никто его не отменял, его итоги, его значения, его особенные итоги никто не отменял. Ну, говорят, его не признали. Но если вы обратите внимание, то многие государства, они как бы с симпатией к этому референдуму относились. Ну, естественно, говорили, что не своевременно, там, надо было подождать и так далее. Но резко против референдума, и никто открыто не говорил, в частности, Россия или США или европейские страны, они открыто не говорили, что не признают этот референдум. И значение этого референдума, мне кажется, оно еще должно себя проявить. И мне кажется, вот по такому пути надо пойти, вот этот принцип международного права, который одинаково с принципом территориальной целостности, задействовать его, опять-таки, как вот Станислав Михайлович говорит, опять-таки с помощью ООН, с помощью там, вот этой авторитетной организации, то есть она, вот эта организация исполнила бы свою миссию вот в этом направлении. А продолжать заставлять народы жить вот под одной крышей, в одной квартире коммунальной, и особенно вот в таких государствах, да, вот как Сирия, Ирак там, и другие, там ведь, чтобы удержать вот эту даже территориальную целостность, там должен быть диктатор, там должна быть железная рука. А история вот нам показывает, что это вызывает вот те события, которые вот, в частности в Сирии, да, происходят. И Станислав Михайлович хорошо рассказал о той ситуации, там, что 6 миллионов под контролем сирийских властей, остальные там в палатках. И, то есть вот чтобы этого не было, надо вот это право нации на самоопределение предоставить и реализовать в регионе. Под эгидой, опять-таки, ООН, там, международных организаций. И вот поскольку Виктор Анатольевич появился, я хотел бы от себя вопрос задать. Виктор Анатольевич, вы как специалист по Турции, хорошо знающий эту страну, вот ваш прогноз развития ситуации,
в Турции, мы знаем, что там тоже ситуация политическая, внутриполитическая, экономическая, она неоднозначная. Мы знаем, что вот, власти Турции, они затеяли военные, вмешались в военные конфликты вот, в Ливии, в Сирии, на севере, в иракском Курдистане. Вот, как Станислав Михайлович сказал, вот, и карабахские события, там, Азербайджана, вернее, армянский конфликт. А хватит ли сил и возможностей у Эрдогана, чтобы вот потянуть, что ли, вот все эти вещи? Тем более, что, как мы знаем, у него в Турции, внутри Турции тоже, значит, вот поддержка его, поддержка вот этой политики, она не такая однозначная. И вот хотелось бы вот ваше мнение, вашу оценку той ситуации, которая в Турции, если будет что сказать и по поводу курдской проблемы в Турции, да, там, я был бы очень вам благодарен. Виктор Анатольевич, включите, пожалуйста, микрофон у себя, вас не слышно. Видимо, у нас технические какие-то неполадки со звуком, вас не слышно, Виктор Анатольевич. Так, если под рукой есть наушники, используйте, пожалуйста. Нету. Да, видимо, пока не получится, поэтому давайте адресуем этот вопрос Станиславу Михайловичу. Можно я пока вот коротенькую ремарку? Вот что касается незыблемости границ, вы, наверное, меня немножко не так поняли. Я выступаю за самоопределение курдов, но в более широком смысле слова. Вот некоторые вот почему-то считают, ну, две крайности. Или курды в составе каких-то государств, ну, вот те, которые сейчас очерчены там границами, где они оказались. Или, значит, независимое государство завтра там, ну, или все это Великий Курдистан, или часть какая-то. Вот. У меня шире взгляд на это. Я считаю, что курды должны сами, вот как Масуд Барзани говорит, самоопределиться в форме широкой. Есть самоопределение в виде автономии, культурной автономии, экономической автономии. Ну, мы знаем, Курдский автономный район в Ираке. Так? Дальше. Есть субъект федерации. Взять Татарстан, взять там Чечню, взять там вот даже пример Российской Федерации. Правильно? Вот другой статус. Дальше. Есть пример создания независимого государства. Чехия, Словакия там и так далее. Югославия. Есть пример конфедерации швейцарской или там бельгийской. То есть вот я за то, чтобы курды сами выбрали себе приемлемую форму самоопределения. Не навязывать им, что вот некоторые, так, кстати, вот наш коллега, дорогой, очень уважаемый мною, сейчас скажу, в нашем коллективе, как же его, самый комментируемый Аджоев. Мурас. Мурас, да, вот Мурас, мой коллега, друг. Вот он упрямо в каждом своем комментарии, вот завтра независимость, вот завтра независимость, вот завтра, вот почему они никак не объявят независимость. Но я считаю, подталкивать не надо, надо дать возможность, право, возможность курдам самим. Вот когда у них созреет, как говорится, вот тот же Масуд Барзани, очень взвешенный, очень выдержанный, очень умный, грамотный, с большим политическим, дипломатическим опытом, он, я думаю, найдет возможность, время, или в случае, если Ирак приказал долго жить и сам по себе распался, если вот новая гражданская война между шиитами и суннитами, оно его вытолкнет, по сути дела, из Ирака, правильно? Или когда он сможет договориться и с Багдадом, и с Анкарой, и в какой-то степени будет рассчитывать на нейтралитет Тегерана. А сейчас вот просто объявить, вот завтра, это, ну, в какой-то мере провокация. И задавить могут эту независимость на корню. Вот вы помните, референдум прошел, еще ничего. Барзани сказал, это еще ничего не значит. Мы пока выяснили волеизъявление нашего народа,
И тут же последовало эмбарго, там, закрытие границ, блокада. Чего только мы не услышали в эти месяцы. Правильно, Юрий Шамилевич? Вот. Поэтому я считаю, что надо дать возможность курдам самим, вот, если они будут обладать, главное, чтобы у них были равные права и свободы. И в Сирии, и в Ираке, и в Турции, и в Иране. Когда у них будут равные права и свободы, они могут вот тогда самоопределяться так, как им удобно. Или жить в этих государствах, или автономно, или субъектом, или отделиться, или создать конфедерацию курдских народов. Опять же, да, из нескольких частей. Вот. Но это будет как бы не сегодняшний день, поэтому сегодня надо просто прекратить эту бойню, от которой страдают и езиды, и курды. Вот. Еще остатки недобитки этого исламского государства. Еще между суннитами и шиитами идут войны, теракты. Вот взять тот же Ирак. Там же вот Касема Сулеймани недавно убили. Он же не вылазил с иракского Курдистана. Он там свои интриги плел, правильно? Взять сирийский Курдистан. Ведь кого там только нет. Турки натравливают этих вот исламистов. Они там нападают на курдские деревни там, и так далее. То есть там, если не прекратить вот эту гражданскую войну и не остановить вот это неконтролируемое как бы расползание оружия и терроризм в регионе, то страдать будут курды. А уже второй этап в мирных условиях. Можно решать, договариваться, избирать и так далее. Но я считаю, что с одной стороны не надо подталкивать, а с другой стороны не надо препятствовать. Именно вот как Юрий Шамилевич сказал, мирным путем, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Правильно? Спасибо. Спасибо, Станислав Михайлович. Виктор Анатольевич, вы слышите нас? Это... Включите микрофон. Так, включите, пожалуйста, микрофон у себя. Микрофон. Нет, к сожалению, по-прежнему мы вас не слышим. Вам нужно настроить звук на своем устройстве. Да. Ну что, тема по Турции, конечно, интересная. Я там несколько моментов отметил. Действительно, там серьезные процессы происходят. Я имею в виду внутриполитические. И вот те внешнеполитические, военные, в том числе, шаги, которые, значит, сегодня Турция осуществляет, ну, время, наверное, покажет, насколько экономика и сама вот внутриполитическая ситуация, она такая, ну, крепкая, что она выдержит ли вот такую политику сама страна. И не окажется ли современная Турция на таком же, в таком же положении, как в свое время Османская империя оказалась. Вот сегодня же фактически в этом регионе коллеги отметили, идут целый ряд вооруженных конфликтов, где вот основные акторы руками своих как бы прокси-отрядов воюют. Пока напрямую каких-то столкновений изредка бывают, но вот Иран, Турция, арабские страны, в том числе вот как бы пехотой стали и курдские отряды. То есть вот те страны, которые за вот кулисами стоят, они открыто пока не участвуют вот в этом конфликте, но конфликт, все знают, он идет, довольно долго уже идет, и ну, какой будет конец этому конфликту? Может быть, такой своеобразной новая Версальская система или там, не знаю, по какому городу назовут, когда вот основные действующие силы наконец-то поймут, что вооруженным путем тут ничего не решить, и проведут конференцию, там, не знаю, в Лозанне или в Севре, или там в другом городе, и определят будущее
вот этого региона, ну, Станислав Михайлович правильно отметил, есть авторитетная организация, которая по своему уставу, она обязана вот это делать, это ООН, под эгидой ООН, если это все пройдет. И будем надеяться, что за столом переговоров, вот в таком случае, окажутся и курды единой там делегацией, не, так сказать, свадебными генералами, как вот в Лозанне, а, значит, такими, одними из главных действующих лиц вот в этой, на этих переговорах. Я не знаю, вот Виктор Анатольевич слышит нас? Он нас слышит, Да, но, к сожалению, да, очень было интересно его мнение вот по современной Турции, там, по прогнозу, по оценкам внутренней и внешней политики этой страны. Но, к сожалению, у нас вот, технические возможности не позволяют. Станислав Михайлович, я, вот, наверное, мы уже час и почти 40 минут в эфире. Я вас попросил бы, вот, что вы можете, последнее слово, так сказать, за вами. Вот, подведите итог, что ли, вот, сегодняшней нашей онлайн-конференции. Это Маруфу. Это вам, Станислав Михайлович. Но вы знаете что, я не уполномочен подводить итог. Я просто хотел ответить на тот вопрос кратенько, который вы задали уважаемому Виктору Анатольевичу, поскольку тоже Турцией занимаюсь. Вы знаете, там действительно внутриполитическая обстановка вот за последние годы накалилась. Если мы помним последние выборы, но Эрдоган и правящая партия побеждают с небольшим преимуществом, 52%. То есть до Лукашенко ему далеко, а 48, там 49% против. И вот взять этот военный переворот, попытка, да, страна, по сути дела, расколота на два лагеря. На сторонников Эрдогана и на противников Эрдогана. И там достаточно какой-то спички или до небольшого такого кризиса, когда ситуация может измениться. И вот этот режим Эрдогана может уступить место другому. Вот. Поэтому я не говорю там путч или что, но там просто может быть стихийное событие. Прочности режима нет. Может быть, это одна из целей его – отвлечь внимание общественности от внутренних проблем. Вот такой активной внешней экспансии. Кстати, она очень похожа на шиитскую экспансию. Почему Тегеран вот так активно ведет войны и в Йемене, там, и в Сирии, и в Ираке, и в Ливане, и вот помните события на Бахрейне. То есть везде, где есть шиитские общины, Иран пытается через них проникать в эти арабские страны и показать своему народу, что, мол, вот, ну, где-то даже похоже на Коминтерн времен вот большевиков. Вот, поэтому у Эрдогана может быть и цель такая, вот такой активной внешней политикой, отвлечь внимание своего населения, ну, показать, с одной стороны, вот неосманские такие амбиции, продемонстрировать своим националистам, своим исламистам, вот, привлечь их на свою сторону. А на самом деле турецкое общество остается глубоко расколотым, я бы сказал, даже глубоко больным, и турецкая лира очень и очень неважно себя чувствует, и турецкая экономика, как и вся мировая экономика, а турецкая особенно сейчас страдает. Поэтому прочность режима, вот, пока, на сегодня, она вызывает большие сомнения. Вот, я не хочу, как говорится, предсказывать там, что вот обязательно Эрдоган вынужден будет уступить власть, но такой вариант вполне возможен. Поэтому, с одной стороны, вот, от внутренней политики зависит и внешне, вот, а с другой стороны, и целостность режима, и прочность его зависит вот от разумной сочетания внешней и внутренней. И помните, был провозглашен курс на 0 проблем с соседями. Еще лет 15 назад бывший министр иностранных дел, по-моему, Давутоглу озвучил такой тезис. И что мы получили? 0 отношений с соседями. С Грецией состояние практически войны, с Кипром состояние войны, с Арменией вместо того, чтобы возобновить дипломатические отношения, состояние войны, с Ираком мы видим постоянное вторжение, бомбардировки и так далее на ножах.
Сирии с Дамаском в состоянии войны, он же не признает Асада, он его называет государственным террористом. В Ливии война, с Израилем постоянное бадание идет, еще со времен этой флотилии свободы. А сейчас добавились вот эти склоки из-за газовых проектов. То есть ноль отношений с соседями. У него, кроме России, почему он повернулся к России? Почему он заигрывает? натовская страна, почему заявился? Да потому что у него вакуум отношений. Вот. Я считаю, вот эта конъюнктура его, рано или поздно она потерпит крах. Нельзя вот так вот строить отношения на сиюминутных каких-то интересах. Нет стабильной экономики, нет стабильной стратегии, нет стабильных отношений, а самое главное, нет миролюбивой вот такой внешней политики, когда вокруг все враги. А это вот отсюда и неоосманизм, и пантюркизм, и все эти вот крайности. Ну, есть какие-то черты маленького Гитлера или там султана, у которого, ну, будем говорить, история повторяется дважды. Один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Вот, поэтому я думаю, если вот, я думаю, Виктор Анатольевич лучше, конечно, эту тему мог осветить, но вот то, что мне известно по Турции, то Турция переживает не лучшие времена, и, к великому сожалению, страдает от этого и курдский народ, 20-миллионное курдское население. Там и районы наименее развиты, и репрессии по отношению к курдам. И есть даже мнение, что какие-то вот такие экстремистские организации создаются в недрах турецких спецслужб специально, чтобы спровоцировать вот такую политику по отношению к курдам репрессивную. То есть не исключено, что сами турецкие спецслужбы, вот, ну как в свое время царская охранка у нас контролировала и большевиков, и черносотенцев и так далее. Так вот и Эрдоган. Вот. Я уж не говорю, что по отношению к сирийским курдам, видите, взял за предлог, что они там символикой пользуются РПК, что вот их можно бомбить, их можно уничтожать, их можно изгонять. Как это так, вторгнуться в соседнее государство? Это и грубое нарушение, кстати, прав человека, и грубое нарушение международного права, вот о чем, кстати, и Башар Асад не раз заявлял. Вот здесь бы как раз решение, резолюция ООН, чтобы дать ему по рукам, пресечь эту агрессию, выдворить оккупационные войска турецкие из Сирии, дать возможность сирийскому народу самим решать вопрос, правильно? Вернуть формат Женевы вот, под эгиду ООН. Ну вот так кратенько, я думаю. Спасибо за внимание, Юрий Шамильевич. Вам, Станислав Михайлович. Виктор Анатольевич. Я подведу итог. Мы уже 1 час и 40 минут неплохо держимся. Жаль, что не удается с Виктором Анатольевичем связаться. Ну, в общем, что я хотел сказать, подводя итоги. Курды считают лишение их собственной государственности одной из величайших несправедливостей минувшего столетия. Однако эту несправедливость можно исправить в столетии нынешнем. Курды сегодня апеллируют к моральным аргументам, подчеркивают то, что они разделяют принципы и ценности глобального сообщества. Если несправедливость была приемлемой в течение столетия полного войн, зверств и геноцида, то в 21 веке, считают курды, коллективное сознание мирового сообщества больше не примет эту несправедливость. Поэтому курдский народ ожидает, что международное сообщество будет уважать его устремления и проявит солидарность с ними, когда курды объединятся и реализуют законное право на самоопределение. Будущее покажет, правильно ли курды в их мнении, что международное сообщество действительно останется на их стороне и позволит им занять свое место достойное в Организации Объединенных Наций. Уважаемые участники нашей онлайн-конференции, большое спасибо за участие, за ваше мнение, интересную и познавательную дискуссию по затронутой сегодня теме. Ну а наши дорогие зрители, как всегда, пусть делают свои справедливые выводы. С вами был Маруф Асланов. Подписывайтесь на наши каналы и страницы Риат Аза в соцсетях. До скорой встречи, друзья. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо всем за внимание.